семья была небогатая, поэтому места, где они жили, работали, достаточно часто менялись, поэтому шаляпинских мест, слава богу, в нашем городе очень много. Шаляпинских мест в Казани около 50. Основной пеший маршрут по центру города. Старт от улицы Баумана. Здесь великий артист смотрит на Казань. Рядом Богоявленский собор. Здесь на второй же день после рождения в 1873 году крестили маленького Федю. В февральскую метель его принесли в ближайшую церковь. Почему нельзя было подождать немножко? Ну, считается, что до Федора Ивановича в семье умирали дети, в младенческом возрасте умирали. И родители, конечно, он был долгожданным ребенком, его долго ждали. И родители, конечно, очень боялись, что с ребенком что-нибудь случится, поэтому предпочли сразу же отдать под защиту Господа. Следующая точка – дом, в котором родился Шаляпин. Сейчас это улица Пушкина. Семья жила на втором этаже деревянного флигеля. Федор Иванович очень любил этот дом, писал о нем в воспоминаниях. Будучи уже звездой мирового уровня, солистом Большого театра, после гастролей в Париже, приехав в Казань, он захотел увидеть дом. С этого места когда-то, больше века назад, начинается любовь Федора Ивановича к театральному искусству. Сейчас это университетский, больше известный как Ленинский садик, а в дореволюционное время Николаевский сквер. Здесь выступали уличные артисты, циркачи, актеры. Впервые увидел представление Балагана. Настолько понравилось. И он много лет спустя в своих воспоминаниях будет писать, что именно с этого представления решил, что хочет стать артистом. Ему казалось, что артисты живут какой-то удивительной жизнью, переживая за одну свою много чужих. Конечная точка – пешеходной экскурсии музей Горького и Шаляпина. Есть версия, что когда-то именно на этом месте и познакомились два друга. Так как Федор Иванович в то время, когда Алексей Максимович Пешков работал в пекарне Андрея Степановича Деренкова, на месте которой и создан наш музей, Федор Иванович в это время ходил этими дорогами. Конечно, рядом находился Казанский городской театр, рядом находился Панаевский сад. И вполне возможно, что они пересекались, и вполне возможно, что Федор Иванович заходил в пекарню. Сегодня здесь и шаляпинская коллекция. Больше 4000 экспонатов. Почти 200 из них – это личные вещи Федора Ивановича. Основную часть предметов передала старшая дочь Ирина Шаляпина-Бакшеева. Это первая и единственная экспозиция, посвященная Шаляпину в республике. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань.